Восстановительные работы на трех улицах Сухума, Джонуа, Гулия и Абазинска ведутся в рамках инвестпрограммы. Здесь были заменены водопровод, канализационные трубы и ливневки. Осмотр ремонтных работ президент начал с улицы Абазинской. Как сообщил мэр столицы Беслан Эшба, работы на этой улице проводятся на протяженности 686 метров. Объем бюджета – 38 миллионов рублей. Уже уложены новые коммуникации, установлены бордюры, предусмотрены парковочные места. Сейчас идут работы по асфальтированию улицы, которые при благоприятных погодных условиях планируется завершить к середине декабря. Далее президент направился на улицу Гулия. Работы здесь ведутся от перекрестка с улицы Сахарова до центрального рынка. Протяженность 1200 метров. Бюджет 48 миллионов рублей. К укладке асфальта на этой улице планируют приступить 15 декабря, сразу после завершения асфальтирования улицы Абазинской. Улица Гулия отсюда и до рынка. До рынка, прям до стадиона, можно сказать. Мимо рынка, мимо этих сложных участков. Она будет улицы покрыта идеальным безусловно, асфальтом, так точно. будут бордюры, все как положено, да? Да. Дорожная разметка и так далее. Да. 48. На Новый год по новой улице можем пройти? Уверен, что да. Ну дай бог. Аслан Бжани осмотрел ход работы на улице Джонуа. Они ведутся на участке протяженностью 1360 метров. Бюджет составляет 66 миллионов рублей. Эта улица на самом деле очень сложная. Она еще и с довоенных времен была проблемная. Из-за коммуникаций, сколько они делали ремонта, столько раз это рушилось. Ну, сейчас не уже все по уму Сейчас будет. сделано все. Водопровод новый, канализация новая, ливневая канализация новая. Все новое. Вот и асфальтное покрытие, разумеется, тоже будет новым. Затем президент провел совещание с руководителями управления администрации столицы. Беслан Эшба отчитался о проделанной работе за 10 месяцев. Годовой план бюджета по городу Сухум составляет 1 миллиард 182 миллиона рублей. В том числе субсидии из республиканского бюджета 35 миллионов рублей. Собственные доходы 1 миллиард 147 миллионов рублей. Доходная часть бюджета города на 1 января 2021 года выполнена на 102,4%. При плане 958 миллионов рублей, фактическое исполнение составило 981 миллион рублей. Поступление налоговых платежей по городу составило 938 миллионов 843 тысячи рублей. План выполнен на 102,8%. По администрации города Сухум проводим, вынуждены говорить, реформирование, потому что по сути это мы проводим мероприятия по правильной регистрации или перерегистрации юридических лиц или так называемых управлений, у которых вроде бы с одной стороны был статус юридического лица, но в тот же момент законодательство это не предусматривает. Поэтому мы идем по пути, до сих пор еще пока не завершили, но очень надеюсь, что к концу года мы в принципе приведем в соответствие с законодательством управления в административно-территориальных единицах и доведем эту работу до конца. Мэр города рассказал о том, какие инвестиционные проекты реализуются в столице. Часть из них уже реализована и запущена в этом году. Также Беслан Эшба рассказал о том, какие меры приняты в городе по устранению последствий природных стихий. 56 многоэтажных домов, которые пострадали крышей, 31 дом был восстановлен их силами и привлеченными ими специалистами. Отремонтированы 2 квартиры и 3 частных дома. Там, где вообще была ужасная ситуация, в одну из квартир, куда крыша залетела прямо в ложу. Такое тоже есть. Вот это все нам обошлось, вот эти работы по стихии, 20 миллионов 700 тысяч рублей. Это наши деньги, городские. На совещании шла речь и о восстановлении Сухумского причала. Этим вопросом президент поручил заняться главе столицы лично. По вашему поручению мы отработали с компанией «Лоском». В настоящий момент первую стадию исследования они завершили. Исследование проводило абхазское предприятие, институт экологии. Результаты даны, деньги оплачены, материал у них. Они заказали проектные, деньги они оплатили? Да, они оплачивали. А сколько это стоило? Недорого, там было 200, но около 200 тысяч, что такое. Но это исследовательские вещи были, там не надо было специально что-то проводить, какие-то работы. Проект заказан, как нам буквально на понедельник доложили, сказали, 31 января проектные документы будут готовы, как я вам докладывал. То есть в этом году? 31 января. Этого года? Следующего января 2022 года. Осталось 2 месяца. 2 месяца осталось, да. И они сразу готовы приступать к восстановительным работам. Я вам докладывал, что сезону можем что-то пока успеть?
Ну, я думаю, что да. Ну, сейчас, может, если не прямо к началу сезона, но к концу сезона точно не успеем. Вы сделаете постановление необходимое, а потом подберете под это то, что там надо, согласование, несогласование. Потому что дело впереди, а бумага должна быть сзади. В таких вопросах. Ясно все? Понедельник, чтобы все у него было. Что касается телевизионной вышки, по словам мэра города, она будет отремонтирована до конца этого года. Далее на встрече обсудили ремонт нескольких домов по улице Эшба. Мы, в принципе, договорились со скалолазами, так называемыми, да, которые там всего 5 человек их на весь город. Я не знаю, в других городах, может, они есть. Во всяком случае, МЧС только ими пользуются. На таких высотах, на веревках, спущенными вручную, и при этом не используя ни подъемные люльки. Ну, то, что мы один дом, который мы начали, точно закончим до конца года, это 100%. Второй, он параллельно... Да, конечно. На совещании также обсуждалась эпидобстановка в городе, показатели в туристической сфере и ситуация с собираемостью платежей за свет, которые составляют всего 40%. Президент отметил, что руководители столичных управлений должны довести эту цифру до 80%. В завершении президент подвел итоги. Считаю своим долгом сказать вам, руководителям городских служб, городскому собранию. Сейчас ничего нового, но очень того заслуживает Сухум, чтобы о нем позаботились. Вы сможете его преобразить и сделать этот город таким, как он был несколько десятилетий тому назад, красивым, уникальным, неповторимым и привлекательным. Гугуса Вардания, Инала Гухава, Давид Хашик, Абхазское телевидение.